Вітаю всіх Сабрин. Я Олег Соболевский, портал ТВ-Бай. Сьогодні ми спробуємо вести трансляцію ось, як бачите, такого акції у Могилеві для облвиконкому. Ось за моєю спиною це будинок облвиконкому. Раніше там називався сьогодні люди тут зібрались знову, по Могилеві не було таких ніяких занадто масових акций. Ходили вот женщины вчера, позавчера, но вот выходили медики. Одни не сказать, чтобы они были массовые, несколько сотен человек, может быть, в это выделившего. И сегодня народ так само собрался, але он одразу собрался коля будинку облвиконкому на площади Ленина. И уже это, хвилин 20 тут збирається народ. Вельми активно им сигналят автомобили. Там на другим боку стоит машина ГАИ. Милиции пока не заважно. И я так пройшовся ззаду будинка облвиконкому, так само не було заважно каких-то автозаків. Так що я поки не веду, наскільки все буде спокійно і тихо. Ну, як бачите, людей поки не шмат, так само кілька сотень може бути. И люди, в принципе, так довольно активно прибывают. А зараз я переключу камеру и поглядим уже больше чего и чем мы сюда пришли. Активно сигналят автомобилисты. Хочу зауважити, що я хотів доїхати сюди на автобусі, але по розкладі той автобус, який йшов від моєго району, так і не прийшов. Ось. І я так думаю, що просто щоб люди сюди не їхали, можливо, частково будуть організовувати такий громадський транспорт. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Добре. Скажите, а может кого-нибудь уже из вас затримливали? Нет, спокойно? А что чекаете от сегодняшней вот такой акции? Сплочение наших людей, а не разброд, которые должны объединиться и понимать, за что были эти выборы. И как они прошли, правильно или неправильно. Кто за кого голосовал. У кого нет совести, то все люди должны прекрасно это понимать. Мы знаем, у кого нет совести. А здесь выходят люди, те, которые прекрасно понимают, где они голосовали и за кого голосовали. За какие перемены. Не будем даже говорить о ком даже, а просто-напросто о тех же самых переменах. Люди хотят перемен. За столько лет хотелось бы что-то изменить. Потому что это просто-напросто застой, который когда-то сами говорили, что застой нужно менять. Мы к этому пришли. Ну, а вот скажите, зараз інтернет уже працює і можна поглядіти, як люди збирають по Мінську, в Городні, наприклад, в Бресті. А у нас поки що такої масовості немає. Як на ваш погляд? Чому так? Могилев всегда отличает. Могилев, походу, наверное, проклятый город. Его действительно в 17 веке проклят патриарх московский. Да, может быть, отсюда корни растут. Могилев всегда был очень тяжело на раскачку. Но если уже Могилев начали выходить люди, то это уже, наверное, чаша терпения переполнилась настолько, что процесс брожения пошел так, что уже его не остановить. Хотя, конечно, наш большой наша уважуха Гродно вчера, потому что столько людей вышло. Ну, они, западники, немножко всегда были свободнее. Вот, поэтому просто надоело то, что нам всегда врут. Нас обманывают. Мы не хотим жить дальше. Народ на сегодняшний день перерос своего президента. Да, там. Я никогда не голосовал за сегодняшнего президента. Я всегда готов, у меня в окружении даже есть человек, который за него голосовал, его все устраивает. Мы его не бьем, не ругаем. Ну, как бы это его позиция. А почему нас бьют? За то, что мы другого мнения. Ну, а вот ви чули вже новину, яка тільки що пройшла, що Лукашенко якби вже звернувся до Путіна, щоб його оборонили? Ну, вы знаете, я даже в сети на сегодняшний день ходит такая аудиозапись интересная очень из серии конспирологии, да, где вот, по сути, два человека между собой в телефонном разговоре обсуждают
считаю то, что это все было подготовлено буквально там, либо Путиным, либо какими-то людьми для того, чтобы приватизировать, что ли, для того, чтобы Россия сюда вела войска. Там суть посыла такова, что если бы сделали 52% от Лукашенко, возможно, столько людей бы не было сегодня на улице. Вот. А вот это вот 80, ну, это просто как в Бресте может быть 90, когда Брест никогда не голосовал при всех за этот режим в такой массе. Да. Поэтому У меня сын был все на может экзит-поле, быть. могу сказать. Не дай бог, конечно, чтобы это случилось, но мы знаем Крым. Лукашенко вполне может обратиться к Путину от имени белорусского народа, то есть нас, вот, что в рамках ОДКБ просьба вести там, возможно, войска. Я не удивлюсь, если я завтра проснусь, а у меня возле калитки будет фотографировать. К сожалению, это так. Россия, это, конечно, это сила, это, безусловно, очень мощное государство, которое просто не заметят, как они будут стоять уже возле Польши. Поэтому не дай Боже. Храни нас Бог. Привет, Давайте мы пройдемся трошки вдаля, поглядим, сколько уже собралось людей. Ну, я ще раз нагадаю, це Могилів, і люди збираються біля будинку облвиконкама, Былого дома Советов на площі Леніна. Фактично, я б сказав, що у нас не було ще в Могилеві ніякої такої масової акції. Были ось вчора, позавчора женщины просто ходили с белыми клетками по Могилеву. Ну, были некие хапуны одразу після виборів увечері 9 жнивня. А лет там так само яны были, ну, такие спонтанные, просто больше вот молодь выходила на улицы, гуляла, спацировала по городе и просто попали несколько сотен затриманих. Коли ви сочите за нашим YouTube-каналом, ми там викладали відео, і вчора була велика така натовп людей біля ІЧУ, ІВС, де вчора відпускали затриманих. Я там не знаю, что вы показываете, просто телефон плохо потому что сигналы машины. І, звичайно, ось на такі акції, ну, такі ось негвалтовні акції мирного супротиву, виходять люди сім'ями, жінки, ось я кажу, що виходили жінки вчора і позавчора. Ну, люди справді вельми обурені ось тим, що стільки написали. У нас по Могилеву, звичайно, на кожному з участків написали за кандидата Тихановського, ну, около 50 голосів, а в той участок за Лукашенко около 2000. То есть, ну, это просто нереально. Ну, як бачите, тут так само навокал не заважно, як були некие, як їх називають, космонавти. Так, здається, на перший погляд все спокійно. Но мы будем сочить за развитием подій. Зараз спробуємо ще до кого-нибудь підвести. Ланцюг уже такий розтягнувся вздовж, это проспект Мира, насупроть площади Ленина. Скажите, а можете дать, мы при прямом эфире 6 ТВ Бай, трансляция, комментарий, чему вы тут? Нет, Нет? ничего говорить. Ну ладно, дякую. Ой, а можно запытаться? У вас такая хорошая маечка? Да. Больше? Два слова. Да, два слова, да, давайте. Все и так понимают, тут, по-моему, говорить чего не надо. Ну, а вы не опасаетесь, ось с сыном таким маленьким пришли, раптом будут некие такие разгоны? Нет? Ну ладно, добро. Скажите, у вас такая вот маечка, Света написано, больше, это что означает? Больше света.
Больше света? То есть, Боль света Божий. ну, не причинение, да, Светланы Тихановской. Ну, про Божию добрыню так. Про Божию добрыню так. Ну, это, скажем так, света тут на другом плане. На первом плане тут Бог який дає. Больше света, больше розуму, больше добрыні. Ну, а ось як така, ну, є така думка, що вся влада від Бога, да? І ось чи лічите ви, що влада Лукашенка від Бога? Ну, дома Бог дав йому владу, щоб показати свою владу над ним. Розумієш? І ось протяг цієї самої Божої волі. Ну, скажімо так, Бог же дає не один раз і назавсьо, да? А у часі. Час тягнеться. І як Бог безконцем в часі, да? То ми повинні чекати, що буде далі. То есть, ну, по-вашему, отримується, що Бог дає просто такі знаки Лукашенка, що пора виходить, напевно, да? Давайте разуметь Бога, давайте правильно разуметь Бога, да, вот и то, что Бог дает про эти знаки. Ясно. Ладно, дякую вам. Коментар. Можно? Да, ось ще тут долучаються до нас, да? Що ви можете сказати? Я тут тримаю. Ну что, пока не уберут эту власть, да, если сейчас остановится вся страна, да, и не уберет эту фашистскую власть, именно фашизм, вот, то он затихарится и через полгода отомстит всем, как было уже неоднократно, и отомстит всем людям. То есть обязательно нужно сплотиться, и чтобы он ушел вместе со своими коррупционерами и блюдолизами. Потому что он ставит, почему, экономику добил до ручки, экономику, потому что хоть оставалась страна, да, но заводы все были оставались самые цивилизованные заводы на территории Советского Союза. Не было долгов. То есть развал был, но долгов-то не было. Сейчас страна должна 40 миллиардов долларов, не считая производства. Вот. И что мы имеем? Все деньги, которые Россия кормила нас, 130 миллиардов долларов, где они? То есть построить в Александрии дворец спорта на 500 человек, где живет 300 бабушек. Вот. А сейчас обязательно нужно, чтобы убрать эту власть, иначе он останется и отомстит всем. Потому что очень мстительный товарищ. А ви не опасаєтесь, що ось Росія може у підтримку Лукашенки теж Уже отказала, она отказала. России нужны мы, чтобы были отдельным государством. Лично я выступаю за тесное сотрудничество, потому что наша все продукция идет в основном в Россию. То есть нужно дружить и с Россией, которая ближайший брат, и с Европой, и быть цивилизованной страной демократической. Вот. И все, и нормально работать. Убрать нерентабельные заводы, перестроить экономику. И все. Лично я собирался голосовать за Цепкала, честно говоря. Ну, вот. Потому что он и грамотный товарищ, вот, и дипломат, и кандидат наук, и с цивилизованной программой, парк высоких технологий и так далее. Перестраивать образование, главное, нерентабельные заводы переобразовывать, инвестировать и развивать экономику. И жить, чтобы люди, не власть для детей, не страна для жизни чиновников и дармоедов, и столько милиции у нас. 2/3 по лопате в руки, и пусть идут работают на заводы. Работать не хотят и учиться не хотели, а сейчас работают. Только бить людей, что ли? Милиция меня должна защищать, а не бить людей, не издеваться. Кстати, все люди, которые издевались в Минске, да, должны сидеть. И наши все выходили. Значит, получается, если ты выходишь бить людей простых, да, или ты недоумок, который должен в дурдоме быть, или сидеть в тюрьме, мое личное мнение. Конституцию, а не власть. Дякую велике за коментар. Ось, бачите, який креативний тут у нас такий флешмоб по упригожуванню своїх. Флешмоб «День гудка» сегодня, кстати. Все сигналят «День гудка».
Вчера тоже. А моему товарищу, вот этому человеку за день гудка дали штраф 20 базовых величин. Не знаем, как с этим бороться. Наверное, пойдем в ГАИ и будем просить, чтобы они все-таки объяснили, что за штраф 20 базовых в день гудка. Мы тренировались просто, вот сегодня, наверное, именно этот флешмоб и есть. Поэтому в понедельник, скорее всего, сегодня отдыхает ГАИ у нас относительно. В понедельник пойдем за штрафами своими. К будинку ГАИ. Что-что? К будинку ДАИ. В будинку ДАИ пойдем, да. Пойдем все, кому дали штраф. Почти людей все более. Починалось тоже где-то около годины назад. Где-то 100 человек. Люди, можно сказать, приходят как на першомайскую демонстрацию с квиточками, с шариками, баллониками, с детьми, целыми семьями. І самих різних возрастів, як можете бачити, ось є такі вельми сталі бабульки. Нашлись наши голоса. Да ладно. Сожженные мусорки. Нашлись наши голоса. Вот так. Держись. Дайте, пожалуйста, тоже. Мне же надо... А скажите, а можете прокомментовать, ну, вы думаете, что так на самой справе На отбывается? самой справе. Это на самом деле так. Те, кто голосовали не за действующего президента, все голоса скрыты. Непонятно по каким причинам. Но только за... Понятно, по каким причинам. Человек не может расстаться с властью. Он сросся с ней, как я не знаю, что, как злокачественная опухоль на теле нашей страны. Я не знаю никого, кто бы голосовал за него. Я 20 лет ждал вот этого момента. Если мы сейчас упустим этот шанс, это будет просто... Верните нам наши голоса. Просто верните нам наши голоса. Дякую велике. Ну, будем сподеваться, что нам верно. Пора. Как все уходят на пенсию, так и пусть он идет на пенсию. В конце концов. Ну да, 65, да? 66 его будет 66. где-то, я не знаю когда. Вот А вот когда? в августе, сентябре. я не 30 августа или какой, или 1 сентября, он же сам не знает, когда он родился. Ну, помню. просто- Как все на пенсию, пусть идет. Мы хотим другого президента, и чтобы пусть он попробует другой, новый. Может, у него получится. Не получится, через 5 лет поменяем. А не так, что 30 почти лет он будет тут у нас. Не надо нам так. Мы не хотим. Я вот тоже пенсионерка, но я считаю, что надо менять. А то он уперся один там. А не боитесь, что его Путин призначит генерал-губернатором и в войске, как его оборонить? Не боимся. Мы тогда все пойдем в армию. Мы все пойдем под ружье, если это так будет. То есть за незалежность будем змагаться еще больше. Конечно, конечно. А зачем нам так? Мы самостоятельные, мы независимые. И мы не хуже России можем деньги заработать для своей жизни. А не так, что Россия говорит, что мы нахлебники, что они нам каждый год дают. Как мы так не хотим. Мы сами заработаем. Все. Дякую. Акция протягивается. Нагадаю, з вами Олесь Соболевский. Я веду трансляцію на 6 Бай з площі Леніна, насупроть облвиконкама чи Дома Советов Могилєва. І тут ось така відбувається сьогодні, бодай що перша велика така акція, де зібралось доволі шмат народу в Могилєві. А от уже на той полдороги ніхто перейшов. Извините, я
договорить, извините. Ну? Вот сейчас ну, перевыборы обязательно. Ермошина должна получить минимум 25 лет. Все председатели комиссии классификации занимались по пятерочке, по 5 лет. А просто кто подписывал по году, чтобы неповадно было, сидели все вместе, что-нибудь шили, рукавицы, что-то полезное и работали. Все до единых. Потому что трусость – это подлость тоже. Вот. Дякую, Леонід. Дякую. Ну, я думаю, шмат хто людей так міркує так само. Так, сябри, можете мені написати, як якість картинки, ну не ведаю, інтернет поки працює, але я просто боюся, наскільки хуткості дозволяє транслювати більш-менш якісно. Ну, ось тут протягується. Бачите, що ось насупред там стояла машина ДАІ, не бачимо. Ось жінка, яка позначена, де знаходяться наші голоси. Знойдем, все знойдем. Пригожин. Люди такие мирные. Принеслись попить водички. Далі ще это вот знак нулевой километр Могилева. І наш герб. Ну, може хто не відає, ось наш герб Могилевський, коли ви бачите такий рицар з мечом. Ось цей герб у тим вигляді, який у нас зараз і який не мінявся у всі ці часи, нададений нам з той нагоди, що у 1612 году отбылось повстание супротив московских захопников. Тут был вырезан гарнизон, пробачте, 1661. И могилевцы после 3 годов оккупации вернули владу в свои руки. А рыцарь – это выява бургомистра тогочасного Кора Лівановича. Ну, спочатку його прозвище було просто Ліванович, а після задали немножко такую пора. Бо він вийшов і пора і обвістилось початку такого повстання. Ну, я думаю, ця історія усім відома. Ланцюг уже розтягнувся вздовж цієї площі Леніна. Не ведаю, які тут плани у людей. Ну і я хочу сказати, що всі такі ось акції ніхто у нас не організує, ніхто за їх не платить, як, може бути, подає наша державна пропаганда. Це така самоорганізація, виключно народ ось, не стерпів, нарешті він такої не стерпів з віка, з того, що украли їх голоси. Раніше ще не готувалось, бо не було такої відовочних лисні. Ну, а зараз вже бачите, до чого тут дітки займаються розпрашками. Как это ваши детки? А не боитесь вы, что могут некие быть провокации? Сегодня не боюсь.
дальше не знаю, как будет. Ясно. Ну ладно, дякую. Второй день. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Мы победим! Мы все равно победим! Все равно победим! А кого? Режим, который не давал Беларуси жить. Мы победим, мы вздохнем. За каждую кровинку, капельку крови ответят персонально. Каждый. Начиная, язык не поворачивается называть президентом, там, нелегитимного президента, начиная, Караева и так далее, до самых-самых низов. Живи Беларусь! Дякую. Ну, пройдемся еще другий конец этой такой вот такого ланцюга. Добрый день. Скажите, вы вот в такой форме? Так спешился, что одна медалька с подводной лодкой отвалилась, але я почув, що вона звалилась. Вельми приємно, що так шмат молоді, дуже добре разом бути. Коли разом, то це сила. А вы, Надоело вже це обман кругом. ви були морський офіцер, я бачу, да? Так. І ну ось які ваші відчування, чому все ж таки требувалось людям такую виказувати таку ось солідарність, незгоду ніяку? Отчування світлі, добрі люди, тут життєрадісні, веселі, привітливі. Я служив у елітних морських частках, там, де чесність, гордость була на високому рівні. Коли приїхав в Білорусь, отчув тут хамство со сторони чиновників, со сторони міліції і суддів. Отчув тут обман дуже великий. Потрібні переміни. Нас уже над нами сміються в Європі, над нашою країною. Це недобре. Потрібно все ж таки вливатися в цивілізований мир про сумління, а не про обман. А скажите, ось зараз є повідомлення, що Лукашенко быццам уже запросив допомогу Кремля і стоять Може бути, войски. я читав про це, і це може бути, так. Бо він дуже крепко вцепився в кресло, і всі люди кажуть, мені ще 10 років назад росіяни казали, що він не дасть так просто, без крові. І ось вони передбачили це все. Ну, а ось ви як військовець, як ви думаєте, чи може все ж таки Путін ризикнути і ввести сюди війська? Путін може, Путін все може. Йому військо не жалко, і людей не жалко, які служать у війську. І чим білоруси відкажуть? Тяжко предсказати, але я, наприклад, натхнений тим, що відказати супротивом не потрібно нам. Лепее жить в добром соседстве, чем под крылом у России. Дякую. Вы сегодня специально пришли на акцию? Я вчера был, позавчера был, завтра буду, когда надо. Это уже... Ось такі ну, військові пенсіонери долучилися до молоді. Ну да, коли ви уважливо поглядите, то в принципі молоді вельми шмат. І ну, яно так само, по тим коментарям, які я раніше давала, що шмат людей говорять, просто все життя живуть при Лукашенко. І так само прагнуть все ж таки переміни. Маршрутчики подтримливать. Привет, Аня. Ну что, не страшно?
Это ж ви не були, да, здається, затриманими? Ні? Я не був. Просто я бачив вас коля Ічу. Да, я спробував допомагати весні і коля ІВС. Ну, вельми складно було все це бачити, але це треба було робити. І велике дякую тим людям, хто виходив і не спугався, і натхнув нас на те, як ми зараз тут стояли і відстоювали свої права. Ну, і як ви лічите, удасться людям відстояти? Сподіваюся, але ніхто зараз нічого не може сказати, що далі буде, а тримається у нас в сім'ї, але я буду стояти далі і змагатися за свої, за наші всі права, бо більше ніхто терпіти не буде. А коли Путін уведе військи, як боронить Лукашенко, що будемо робити? Будемо далі змагатися. Я не веду, яким чином, але назад дороги просто немає. Дякую за коментар. Нагадаю, сябри, хто, може би, долучився зараз. Ми ведемо трансляцію, я Олег Соболевський. Зараз я переключу камеру. Ось, я веду трансляцію з площі Леніна. Це площа насупроть нашого виконкама. Раніше це називався будинок Дома Советів. І сьогодні народ, напевно, на цю пішеню зібрався коля ось цього такого нашого головного будинка Могилева державної установи, як показати свою таку незгоду з тим, як полічили голоси. Ранее несколько было сделано такие маленькие локальные, скажем так, мини-акции, когда женщины просто выходили и их потребовали на лекари з нашей областной больницы, и они просто шпацировали по городу с белыми кветками. Але это были такие досить невеликие акции, там их удельничало, ну, они збирались у різних пробках города, одной колькости, але основная акция была такая у центре 50 у ее удельничало одночасово, может трошки больше. Они склали кветки до вечного огню на нашей площади Славы, там коля стели такой женщины, якою зовут Оксана, бегущая з лосами. У пам'ять тих ахвяр, які змагались за свободу Білорусі. Ну, ось зараз люди так само лічать, що вони змагаються за свободу, але вже не від знешнього ворога, а від такого, скажімо так, чоловіка, який, тут, скажімо, своїми словами, що він захопив просто владу неконституційним шляхом явної фальсифікації виборів. Людей, так по моим назиранням, вже, напевно, 1002, як мінімум 1000, бо вона розтягнута, напевно, не менше за 1000. Як чується, вельми активно сигналюються автомобілісти. Проїжджав автобус і таким своїм вельми гучним сигналом подудів. Я хочу нагадати, що вчора представники демократичних сил, скажем так, там не шмат, конечно, представников, таких два человека, Владимир Шанцев и Олег Аксенов. Это, не ведаю, честно, дуже гучные такие сигналы.
это были значит, представники демократичної супольності Владимир Шанцев і Олег Аксьонов сходили вчора на прийом к нашому старшині облвиконкама, ну як його зовуть, звичайно, губернатор місцевий. І вони хотіли довести до владів, що ну, потрібні некі перемови з людьми, потрібні некі такі дії, як вивести МАП з городу, щоб не було таких силових провокацій, коли мирних людей просто просто звичайних мінаків, які просто йшли по вулиці, хапали, збивали, щоб випустили всіх затриманих. Але з їх слов влада їх не почула, сказала, що вони не виведуть ніякі АМАПи, бо міліція сочить за порядком. І ну, як лічить, що на всіх таких акціях удільничають некі відморозки, проплачені люди. Ну, як бачимо, це зовсім не так. Ну, не ведаю, сьогодні вихідні дні, субота, неділя. Максима, люди ще подростують ніку, вже більш таку колективну заяву чи зворот до влади. Ну, я ще нагадаю, вчора почали випускати затриманих, правда, не всіх випустили. И в основном выпускали тех, которые давали подписку, что больше не будут удельничать в никаких таких несанкционированных мероприятиях. А ось якраз і Владимир Шанцев. Давайте ми його запитаємо. Давайте трошечки відійдемо, трошки подалі від дороги. Вот я якраз нагадывал только что якраз Владимир Шанцев ходил до прийому до нашого так званого губернатора, і ми зараз послухаємо, об чим вони там розмовляли. Ну, первый вопрос был, мы потребовали, чтобы он встретился с людьми и объяснился за жестокое звериное отношение к людям, проявленное с 9 августа. Конечно, при этом были затронуты вопросы, он попытался задавать наводящие вопросы, а в чем, а как. Но ему объясняли, что как были организованы выборы, в том числе в организации которых и он принимал участие, каким образом формировались комиссии, куда не допустили оппозицию и меня лично, и каким способом это достигалось. Потом мы говорили о приводили примеры многочисленных фальсификаций выборов, в том числе, вот, конечно, я был на 29-30 участке и говорил цифры, если в первый день пришло на 30-й участок 25 человек, они написали в итоговом протоколе 256, 10-кратное увеличение. Аксенов там был, он координатор кампании права выбора, он приводил цифры. В том числе, конечно, то, что происходило в Могилеве, Могилевской области за неделю до выборов, когда нам просто запретили проводить митинги с избирателями под разными предлогами. Вот таким вот образом. Но в ответ мы слышали только, что такое невразумительное. Значит, губернатор говорил о том, что мы пытаемся столкнуть власть и население лбами. Хотя на возражение о том, так в чем лбами, не надо ничего скрывать от людей. Вот на этой ноте мы закончили. Я поднялся и сказал, что в чем корень зла, в чем корень, что произошло. А корень в том, что победила Тихановская, и это нужно признать, а Лукашенко бывший уже президент. Вот на этом
на этой ноте мы и разошлись. Но, конечно, вот у меня лично было ощущение, что он сейчас, разговор был жесткий, что он сейчас нажмет кнопку и нас просто заберут. Ну, вот не произошло этого, не рискнул он, наверное. Вот так вот и закончилось. Ясно. Но Ну, он не захотел встречаться с населением. Обвинял нас при этом в том, что это мы, типа, организаторы, ОМОН для того, чтобы... и так далее. Ну, а скажите, вот управление, скажем так, ну, з Мінськом, на вот, это уже особная размова, да, а вот з Гродно, з Брестом, у Могилеве так люди не вельми активно выходят на такие вот мероприятия. Ну, в каждом городе по-разному. В каждом городе по-разному. В Могилеве больше боятся. Но, тем не менее, факт остается фактом. Спросите у населения, соберите сейчас. За кого голосовать? За Тихановск. За Лукашенко единицы голосовали. Единицы голосовали за Лукашенко, это надо признать. Ну, а вы все ж таки, як добиться, домагчися, как эти выборы не признали, что ж, на ваш погляд, как такого политика уже с великим стажем? Ну, мы очень рассчитывали на поддержку со стороны Евросоюза, но, к сожалению, Евросоюз ведет себя так, как он вел себя во времена Гитлера. Значит, как будто пока вот что-то происходит, но не очень страшное, не очень тяжелое. История Европу ничему не научила. Европа должна признать Тихановскую законным избранным президентом. И только после этого могут начаться преобразования. Если будет двухсмысленность, ничего здесь не произойдет, потому что он уперся, бывший президент, уперся рогом, не признает победителя, считает себя почему-то победителем, а его послушная команда ведет себя соответственно. Ладно, дякую велике. Я нагадаю, это был Владимир Сянцев, старшиня Могилевской областной организации Об'єднаної громадянської партії АГП. І він же так само був ще і довіреною особою Світлани Тихановської на цих виборах і організовував усі ці пікети, які проводилися в Могилеві. У тим ліку один був пікет вельми великий. Так, а ось тут. А это Володар Цурпанов, такий наш могилевский активист. Я там зладзіў коротенький сход, где я попросил людей, я мушу зрабіць асоб. Ці ўсе разумеюць тое, што я кажу? Добра, бо там пасля сходу атрымалася так. Я попросил присутных, потому что на сераду мяне записали на сустрэчу с Малашкой. А где он? Не, это ж здымки. Я пришел сюда, користуючись своим авторитетом, каб мне организовали встречу с Зайцем альбо с наместником. Потому что у городской прокуратуры со мной сустревший прокурор. Шадзюк областной был занятый, але у городской прокурор поговоривший, что тое, что отбывалось на наших улицах, за это виноватый штаб. Что это за штаб, невядомое, сказать не захотел. Я допытываюсь, куда мне пойти, потому что я всюду ходил с пропановой допомоги. Кажу, завтра мы переможем, и вы будете шукать, у якую щілину лезти. Я могу вам допомогти рятуватися от наступців. Коли сьогодні ви нечто зробите, як прокурор города, хоча б собі спитаєте, хто ти? Тому що я дослав здимки, і зараз... Мне такая еще просьба до вас, я сейчас зроблю паузу. Я ставши свідкою, як гэтых 5 гестаповців завели 2 хлопців на роверах там для атріума. Мне в Фейсбуку это есть. Коли хтось познає, я готовий бути свідкою і предоставити ці матеріали як докази. Тому я прокурору сказав, ви бачили, що там на здимках? Ну это ж надо разбираться. Я кажу, з чим? 5 гестаповцев навалились на одного хлопца. И вы будете разбираться. Ну, у нас же там процедуры. Я кажу, в Украине война. Режим забивает народ. А вы тут
Зрозуміло, що ні Цумарів, ні городська прокуратура тут ні при чим. Керує добре, коли добре для їх, коли керує центр. Але я впевнений, що без них нічого не відбувається. Тому, по моєму міркуванні, Заєць і є керівником того штабу, і він відказаний за те, що відбувається з нами. Тому... А зараз головне слово. Я на центрі. Випускай! 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 Кто? Я могу назваться представником вулиці. Я могу запровадити таке право, але хоча я буду консультантом по перемовах з вулиці. Я, максимум, завтра достану цих повномочий. І там я організував цей сход. І попросив людей проголосувати за те, як наділити мені таким повномочем метод по перемовах по тих 4 питаннях, які я обозначив. Я тут про мову чомусь питав. Городський шум я не перекричу. І мені тим більше треба все ж таки відшагати голос, поки не з'явився мікрофон. Тому що кричати, Максима, прийдеться ще до самого вечора. Тому, коли люди проголосували, до мене подошли 3 чоловіки, ми сказали, що достатково десяток. 3 подошли і перепитали, що я просив. Я в Фейсбуку виставив зворот до могилевцев, каб не делегували право лайком, по знаковой просьбище, и зворотной сувязі. Тому що після перемоги почнеться самое тяжкое. Нам придется будувати новую країну. А значить, спотребуються спеціалісти самого різного кшталту. Але найперш спотребуються моцні, непохисні, отморожені в доброму сенсі перед вами один з них, які не здадуть у тих кабінетах, коли будуть відстоювати ваші потребування. І саме важливе, у Білорусі, поводле статистики, 212 госуправленців. Я не ведаю, скільки в Новій Білорусі спотребується таких чоловік. Але будемо заходити, що чверть, значить, нам треба буде озирнутися вокруг і знайти 50 тисяч на Білорусь хороших людей. Наша сила у тим, що ми кожен сам по собі. Альбо, навіть коли вас 2, 3, максимум 10. Це все ровно ми вода. Нас немагчимо спляжити, тому що нас немагчимо всіх надати. І у нас нема голови. Але завтра нам потребується мозг. То місце, куди ми будемо посилати свої сигнали, перевіряти їх, а вони будуть реалізовувати на практиці у керуванні містом. Я не ведаю, скільки треба для міста. Раніше я казав так, коли займався активно політикою і був ним. Я казав так, що мені треба 200 чоловік, і ми візьмемо відказ наш город. Я с тобой, отец! Этих 200 человек, каждый повинен иметь свою команду от 10 до 20. Лечите, математику включайте. Каждый с этих 10-20 может иметь минимум 2-5 человек. И тогда прикиньте, город Решать по мере поступления. мы можем взять в отказ. Тому озирайтесь вокруг. Кто с вами? Добрый специалист. Не послугувався режиму. И кого вы потом сможете вылучить? Когда мы освободимся, тогда народ посмелее придет и выберем все, что... Зараз!
Уходи! 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 Заяц! Значит, походить альбо кричать заяц, альбо заяц выходи. Как нам выставить требования? Заяц, зараз ми його покличемо, а потім альбо я пойду, альбо ми делегуємо кого-то. Председателем исполкома Заяц? Так. А зовут? Не надо. Вы будете хруласками. Друзья, секундочку. Вот человек абсолютно все правильно говорит. Наша сила в единстве. Мы дезорганизованы. Нам надо организоваться. Правильно говорит он, что у каждого есть своя группа людей. И мы перестали бояться. Надо от каждой группки людей взять по человеку. Молодец. Просто Надо бояться. Да. Не боялись. Взять по человеку. Не боимся. Мы 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 не боимся. Ребят, устали бояться, устали, что эта власть нам просто-напросто постоянно врет своими цифрами, своим всем. Я предлагаю так, я не знаю, как это все сделать, да, вот человек гораздо, наверное, в политике там больше, там, 5-10, да, я когда-то был там пионером, комсомольцем, у нас было там коммунистическая какая-то партия, которая нас вела, мы знали, зачем мы идем. Так вот, я говорю, что надо каким-то образом, я не знаю, там выйти там... И прием записаться. Самое главное стоять либо сейчас, чтобы к нам вышел, значит, кто тут, заяц, там, волк, я не знаю, лис, пускай он к нам выйдет. А это треба ведать. Кого покличем, треба ведать, кого кличем. Тому, шановний, станьте туди в калінацьку чергу. Вот у тую, где стоят я все. плохо говорю что-то? Мы же не будем не предметно, вы знаете, нам треба заяц, а не абы кто. Нет, так я говорю, что предметно и предметно, я же сказал заяц. Ну в чем проблема? Потому что мы же не знаем, тут люди разношерстные. Вот заяц, волк. Вот я в политике дока. Очень молодец. А у вас какие дочери? У меня нормально. Я работаю всю жизнь. Тому, у нас зараз питання. Ми кричимо тільки заяць. Чи заяць виходи? Ребята, мы Кричалка. Ребята, мы Кричалку одолеем, заяць виходи. вместе! Мы 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 вместе! Зараз поставуємо. Заяц, виходи! Заяц, выходи! Ви що бачите? Отдай літеру! Літеру отдай! Пошли! Пойдем все вместе! Літеру отдайте! Отдайте літеру! Так, сябры, бачите, що така подія вельми цікава розгортується. Я навіть не ведаю. Напевно, я пойду з людьми, поглядим, що вони хочуть пропонувати. Нашим керівникам, конкретно Зайцю, это так званий губернатор і старшиня облвиконкама. Це будинок якраз облвиконкама. Но после того, как меня забрали, на другой одному из которых 9 месяцев. И издеваться так никогда не позволю. Я сказала, теперь этого я не прощу никогда. Ну вы где? Держали там. Сегодня суббота, в принципе, выходный день.
Маленький. Не-не-не. А ничего страшного. Пускай они ходят, либо надо как-то бумажку. Може, зверніться, Володар. Хай викликають. Хай викликають. Как вас зовут, кстати? Александр, очень приятно. Мне очень погано, Сейчас что там назвали сдаваться ни в Александром. коем случае нельзя. Ни в коем случае. Ну это ж Называю. Пусть выходит, отвечает. Володар, ми у прямому ефірі зараз на 6 ТВ Бай. Я думаю, у нас та їх глядять, можете звернутися ось про 6 ТВ Бай, про ефір. люди, кидайте страх куди-небудь в Шметицю, приходьте підтримати. Треба вивалити наших людей з засідком. Так, а може і сам Заяць глядить нас. Що ви можете сказати? Заяць повинен побачити те, що ми Привет, здравия желаю. і те, що ми написали. А будьте с нами. Добре. Так, я пришел на допомогу. Ну, як я казав, сьогодні виходний день, субота. Двері зачинені нашого облвиконкому. Тут же і Могилевський обласний совет депутатів. Есть масса вопросов, Мы все живем в одной стране. Нам в ней жить дальше. Нет, ну может быть они не пойдут на это, я не знаю, это надо разговаривать. Но то есть то, что в стране надо что-то менять, это очевидно. Это другой ход есть? Нет, ну ход наверное, может быть согласен. А разве в субботу работает? А они должны работать. Лукашенко их вызывает к себе и по ночам. Тут есть дежурный есть обязательно. Да, там охрана. Ну ладно, пройдемо до всіх туди. До всіх дверей треба. Не, подождите, наверное, это, может, здесь они все Ні, пройдемо усі. А може тут прийом Діана Житевич. Ну так они скажут, вы обращайтесь там по рабочим дням. Ну, там. Нет, да какая разница, ситуация выходит из-под контроля. Ситуация поменялась в этой стране. Как такое может Уже быть? прежние белорусы не будут. Уже никто не прогонит. Сейчас это не затолкаешь. Сейчас это не затолкаешь. И с этим надо как-то разбираться. Ну, наверное, Субота, неделя, выходные. можно подойти к этим милиции. И что? Поговорить. Они сейчас все Нет, понятно, сигнал придется передавать просто. завтра будет больше людей. Завтра будет полная площадь. послезавтра Я думаю, собры двери будут сильно зачинены. І на от, не стільки на от, що виходний день, а що влади розуміють, що люди зараз вельми обурені і чекають ніяких, скажімо так, силових дій, може бути, тому і зачинились. Хоча люди налаштовані виключно мирно. Ну і поки що, як бачимо, все ж таки Могилев не Мінськ. Людей не так сказать, что больше мало. Я ще раз нагадаю, це Могилев, це будинок облвиконкому. Можно прятать, завтра будет еще хуже. То есть вместо того, чтобы выйти в путь и попытаться разобрать, попытаться восстановить закон, Я сама вышла, происходит вот такой спросила, на беспредел. каком основании меня забрали. Квартиру
Поскольку ніхто не вийшов, ну, це понеділок, все ж таки субота. Ми будемо сочити за ситуацією, що тут буде відбуватися далі. Можливо, може бути, люди складуть некую петицию, ці зворот. Так от, моє вірші про любов, які я читав на Ленінській вулиці, мене неділю вислежувались, виламали дома дверь, схватили і на 3 дні кинули в тюрму. Целую нежно, целую сладко, целую в губки, а ты загадка. Ты нежно дышишь и сладко смотришь, и губки бантик ко мне подносишь. Я весь трепещу, я весь пылаю, но ночь длинная. Ну вы поняли, это Були морський офіцер, подводник, прочитав свої вірші. Я сидел где-то, написал Любовь. песню про себя. В небо, друг, посмотри, и вокруг оглянись. Ты увидишь во всем красоту и сияние света. Если хочешь светить... А нет, задали час, но они просто свое место не возьмут. Да, ничего, не возьмут. Люди не попали так, скажем так. Небо, друг, посмотри вокруг оглянись, ты увидишь во всем красоту и сияние света. Песня хочет взлететь, песня хочет звенеть, хочет радовать душу и сердце. Но поэт молодой за решеткой сидит и с тоской в глазах на луну он глядит. А луна высоко, и решетка в окне, а поэт хочет петь о любви, о весне. Дайте волю поэту, жизнь полна красоты. Он слагает сонеты о любви, не о лжи. О, каратели правды, слуги вы сатаны, правда колет глаза вам, вас народ не простит. Ваше сердце ржавеет, совесть ваша в грязи. Дайте страху свободу, правдой ложь победим. Страх — это моя фамилия настоящая, поэтому дайте страху свободу, правдой ложь победим. Мы пришли, и я пришел, разом с народом будет, разом это сила. Они я служил у советским войску, у советским, на военно-морском флоте Советского Союза. Нас все поважали во всем Советском Союзе белорусов и за межами. Зараз, коли куди поеду, яку Україну, нас жалеют и над нами смеются, но не над народом, а над нашим правителем, який поставив все так, что студенты смеются над ним и разнесли по всему свету. Отец! Уважение! Живя Беларусь! Живя Беларусь! Живя Беларусь! Сябры, яшчэ раз усім прывітання, хто можа далучыўся пазней. Нагадаю, што гэта Магілёў, гэта плошча Леніна, насупраць будынку аблвыканкама. Дарэчы, за спіной, вось там вы бачыце такія прыгожыя будынкі. Гэта будынак, вось там ззаду былы будынак КДБ, які яшчэ будавалі да вайны, і там вось размяшчалася на той час НКВД з усім сваім апаратам, а там у двары гэтага будынка нават ёсць турма. Зараз гэта беларуска-расійскі універсітэт, раней гэта быў інстытут машынабудавання, і такое знакавае таксама месца, знакавы будынак.
з яким шмат історії зв'язані. А насупраць вось тут гэта будынак аблвыканкама, каля якога сёння магілёўцы і сабраліся. Я Олесь Соболевский, веду трансляцию на 26 ТВ Бай. Подписывайтесь, ставьте лайки. Такое дежурное поведомление. И расшаривайте наши видео. Лучше помним таскать камни, чем вдруг звено. Это точно. Красиво сказано. Ну, як бачите, люди прийшли до облвиконкама. Ну, а сьогодні субота, виходний день, бо до їх ніхто не вийшов. Так, пеленочка мне тут телефонует. Основная масса, ну, часто людей стоит так больше компактно насупраць облвыканкама. Люди так само еще и засталіся у такому ланцюгу вздолж проспекта Мира. Додам, что у нас вельмі шмат людей затрымалі за гэтыя дні некалькі сотняў. І хоць учора выпусцілі, здаецца, сотні-полторы, калі я не памыляюсь, але все ж таки, ну, скажем так, адчуваецца такая магчымая баяць для людей, каб яны таксама былі не затрыманыя. Частка людей давала подписку, что они больше не будут удельничать в неких таких несанкционированных мероприятиях. Ну и в общем, мы видим такой видно спокойный город. Спокойный город. У нас не было никаких таких заколотов в эти дни, вот как в Минске, в Бересте. Людей трошки били. Что-нибудь шилось правильно? Алину что-нибудь шилать? Ну, спокойнее, спокойнее. І таких заколотів дуже не було. Трошки людей побили, але не вельми моцно. Ну не так, як у Мінську. У нашому Раусі Ленінським, куди їх відвозили. Так само, правда, розказували в різної жарсті. Але ну, все ж таки не до такої ступені. І тим більше не було використано ніяких нових гранатів, чи ще ніяких средств. Ну, але ж все ж таки, коли люди виходять просто на мирний некий такий протест, как все-таки заявить, что их голосы скрали, а их за это хапают, да еще хапают и просто на людей, які випадково гуляли по вулиці в цей час, і яких ще і трошки і побили в этом Раусі, а потім ще і дали сутки, то відповідно люди вельми обурені такой ситуацией. Ну що ж, влади, як бачимо, не почули, ну, влади зараз відпочивають, напевно, ніде. Ну, це я так пожартував, звісно. Я не думаю, що влади зараз відпочивають з такими подіями, які відбуваються в Україні. Їм не до відпочинку, але все ж таки ну, некий посил наші могилівці відправили в бок керівництва. Я думаю, что яны так само нас глядят. Ну, люди переходят уже до проспекта. Я думаю, может, они и растянутся на большую такую
больше долги Иванцу. Ну, я еще хочу сказать, что кроме Абл-Ваканкама, это вот Абл-Ваканкам, у нас еще есть и Гар-Ваканкам. И Гар-Ваканкам как раз находится насупроть. Так, переключусь, как мені було трошки бачно. Ну, пробачте, що я в масці, але я все ж таки трошки застерігаюсь, оскільки я працюю як журналіст і тусуюсь у різних таких ось масових мероприємствах, все ж таки я поки що заховую таку меры первоосторожности. Просто хочу нагадать, что я только что сказал, что у нас еще есть Гар-Ваканкам, и он местится насупроть грандиового центра Атріуму на площади Калинакова. У нас починали відбуватися ось такі масові мероприємства, коли там збирали підписи за кандидатів. И за самые долгие черги были, безумовно, до пикетов до Светланы Тихановской. И одночно приехал сам Сергей Тихановский, и было тогда найбільш таке масове мероприємство. До речі, за те мероприємство якраз і Тихановського судили, і причому тут у Могильові, правда, по інтернет-сувязі, і йому, здається, там присудили так само 15 чергових суток. Плюс ще там були обвинувачені тим, що він нечто там супроть ДАИ, молодого даишника, выказывался там нечто такое. Ну, это уже было степенность. Ну, а пока мы снова в Могилеве, на площади Ленина, насупроть будинка облвиконкама, люди ось пришли, трошки собрались, виказали владам свой некий такий протест. Зараз знову вони розтягнули Іванцю. Думаю, що тут ніякого такого попереднього плану не було. Не ведаю. Я отсочиваю трошки в телеграмах настрої людей. Ну, сказати докладно, я, може, не всі телеграм-канали моніторую, но як журналіст, як ведать, що де відбувається. І були повідомлення, що ось людей закликали сюди на площу, і коли Атріума закликали. Ну, як кажуть ось про пропагандисти, я вже казав, да, що быццам би є некий координаційний центр, де ще за межі, ну це зовсім не так. За межі так, справді, є люди, які живуть за межою, але не від доброго життя, а від того, що їм прийшлось бігти просто у еміграцію, як в свій час і Зінону Позняку, а ще раніше шмат яким іншим діячам, я ще навіть і зачитання Російської імперії. Так що не дивно, що люди нечто і коментують, живучи там ті в Польщі, ті в Америці. Вони так само вельми хвилюються за плюс нашої Білорусі і допомагають чим можуть. Так що це не той координаційний центр, який тут повторює до революції. Просто люди відказні і хочуть, щоб Білорусь була вольною, незалежною, демократичною країною. Ланцов уже перекинулся и на другие бок, такие великие. Ну, я бачу, ви, напевно, можете что-то активно сказать. Да, я хочу сказать, как вчера мы находились возле ЭВС в Могилеве. И у человека произошел походу инсульт. Ходили патрульные, милиция, и все сразу спрятались. Все спрятались до одного, ни одного не было видно. Скорую ждали в течение 20 минут. У человека сочилась кровь из носа, из глаз, изо рта. Вот. И все, кто должен защищать, все спрятались до единого. Ни один из них не оказал помощи. Люди бросили свои, брали аптечки, вот, чтобы оказать человеку первую помощь необходимую.
Ну, а все, что обошлось, забрала А меня... что? Что? Забрала скорая? Приехала скорая через 20 минут и забрала человека. Ситуация, я не знаю, какая дальше произошла. А меня, я вышел сюда, потому что меня задержали с 9 на 10 число ночью. Это произошло прямо возле ИВС. Так как мы приехали к человеку своему знакомому, позвонил, его задержали в центре города, и он находился с семьей. У жены не оказались ключи. Мы приехали, чтобы человеку узнать, где он находится, чтобы забрать ключи, потому что ему негде было переночевать. И меня там забрали. И незаконно держали до утра. Утром отпустили. Ну, а вы там были еще, когда ИВС, все-таки смотри, людей отпустили? Я там был днем. Вчера моего знакомого отпустили, но паяли ему 15 суток просто ни за что. За то, что человек находился с семьей в центре города, у нас в Могилеве. Дякую, великий. Успехов. Живе Беларусь! Як бачите, людей затримували, як я вже казав, в усім випадкових. Чим затримали просто чоловіка каля турми, каля ІВС, тільки за те, що він приїхав справдитися про свого знайомого. Скажите, а вы кто? Мы Просто люди? Да. И чему принесли клетки? А? Чему клетки принесли? Потому что мы хотим перемен. Вы бачите, что люди приносят клетки, просто сами по себе. Питную воду. Скажите, можно питание? Ну, ось на державне телебачення каже, що ось такі протести координує, ніхто з межі. Вас ніхто координує? Смотрим на людей, что люди выступают, свободу или что-то. Хотел свободу. Дякую. Успіхів. Ну, ось, бачите. Ну, я думаю, що це відеочно. Тут не треба бути ніяким таким Пінкертоном чи Шерлоком Холмсом, як все ж таки бачить, що це звичайні могилівці, які просто виходять показати свою позицію, свою правду, свободу до того, как у нас были сумленные выборы, прежде за все. Были сумленные, честные, открытые выборы. Это основа демократии, основа конституционного строя в Украине. Коли влада грунтуется на подмогу Украины, терпит звичайно. Ну, я ще додам трошки коментар. Може я тут не закручив. Ну, я вже розмовляв, ми розмовляли з Володимиром Шанцевим. Як я вже казав, це був старшиня обласної організації ГП. Більш поки я тут не залишав ніяких таких відомих могилівських діячів. Ну, ось ще були службовці. А, можно у вас запытаться, чему вы тут? Потому что мы хотим перемен, мы хотим мирной жизни, нам война не надо. И потому что еще нас жестоко обманули. Скрали ваши голосы? Да, действительно, наши голоса украли. И поэтому вы видите, что здесь пришли обычные люди, белорусы. Нет у нас никого, мы военные, вот люди пришли поддержать. Пограничники, десантники, все стоим в одном строю вместе с народом. Мы не хотим воевать, мы с цветами. Живе Беларусь! Ну, а скажите, вот это опошное поведение
уведомление, что когда границ российские войски, и что Лукашенко быццам уже просит допомоги у Путина. Як ви до этого относитесь? Чи може Путин ввести войски, якось так, сказать простыми словами? Вы знаете, я могу сказать простыми словами, что у себя дома мы разберемся сами. Военные нам тут точно не нужны. И как бы наши военные переходят постепенно на нашу сторону, в сторону народа. Поэтому россияне пускай разбираются у себя дома, наводят себя в порядке, а потом уже милости просим, как союзное государство, как братья наши славяне, к нам в гости. Когда у нас стабилизируется обстановка. Пока у нас в стране происходит вот это, Россия тут делает то, что наверное, 150%. И с этим все будут согласны белорусы. Спасибо большое. Дякую вам за комментарий. Бачимо, люди саме розныя. Не ведаю, які тут дальнейшие планы, чем скончится вот сегодняшняя такая массовая акция. Я ще расскажу, что это такая, бодай, что первая массовая акция в Могилеве. Ранее у нас были только маленькие такие локальные мероприятия, когда выходили женщины с кветками. А сегодня народ собрался на площади Ленина насупроть облвыконкому. И нават хотели там догрукаться у двери улады. Ну, але, як ми бачили, виходний день, двері зачинені. Ну, коли важливо, на дахах будинка так само нема снайперів чи інших ніяких таких спецвойсків, як це бувало в Мінську. Ну и в Оголе, пока все спокойно, пока все спокойно. Что? Я говорю, это самое, добились там чего-нибудь? Ничего не добились. Не, ну там зачинено, сегодня же суббота, там закрыты двери. Да. Ну, это ж только суббота, еще на первый... Латина? 6 ТВ, там Могилевский регион. Я не вижу без этого. Могилевский регион, 6 ТВ. Надо Могилеву просынаться. Это же спячка полная. Так жить уже дальше невозможно. Должен уходить. Наделал дело. Возмущенный цены. Поэтому я уже 65 лет за перемены. Казалось бы, все будем смотреть, поэтому никаких компромиссов, ничего не должно быть. В отставку и выборы. И, в первую очередь, политических заключенных. Основные. В отставку и политических. И выборы, конечно. 3 основных пункта, которые надо выполнить. Так что сказать больше. Дякую велике за коментар. Ну, что еще можете прокомментовать? Я тут уже шмат у кого запытал. Чему тут? Я живу 30 лет в Беларуси, мне 35 лет. Я устал от диктатуры, у меня есть ребенок, я хочу, чтобы у него было светлое будущее. Я не вижу светлого будущего больше под таким правлением в этой стране. И народ сплотился, это радует, и я думаю, что мы победим. Спасибо Лукашенко, что он нас объединил. Спасибо, да. Лукашенко. А сами вы откуда родом? Я азербайджанец, но 30 лет живу здесь, переехал сюда еще, когда СССР был с родителями. Здесь живу и считаю, что Беларусь это моя вторая родина. Все мои друзья, все близкие находятся в Беларуси. У меня и жена белорусская, и я считаю, что это мой родной город. И имею отношение к Беларуси непосредственно. И буду стоять здесь до последнего, пока мы не победим. Ну, скажите, у нас же это великая диаспора азербайджанская, насколько я ведаю. И как настрои у ЯЕ? Я не знаю, честно. Я думаю, нормальные люди на данный момент видят, что происходит, какой беспредел. Людей бьют, людей убивают просто за то, что они стоят мирно. И у них крадут голоса. И это продолжается очень давно, в принципе. Я думаю... Ага. Так, сябры, у меня тут был трошки заривчик некий в Суюзе, але протягиваем трансляцию.
Ну, ось як бачили тільки що, навіть представник азербайджанського народу, який живе тут уже давно в Білорусі, так само за переміну. Причем я хочу отзначить, я еще раз трошки прокомментую, что перемены, ну, люди у нас не хочуть ніяких, я думаю, таких просто кардинальних перемен. Ми живемо в мирній країні, у нас більше працює, але просто всім надокучила ось ця слушня, ось ця фальсифікація, бесконція, коли открыто подробляют уже просто выники выборов, видовочно. Ну, это уже просто людей обурает. Так, ось тут до нас долучився Петр Мігурський. Ми так само, може, у його візьмемо коментар. Він вельми добре розбирається в економіці. І зараз запитаємо у його. Петр, як по батьку? Петр Степанович. Петр Степанович, скажите, ну вот эти все страйки, забастовки, что могут быть, что вышли вчера представники МТЗ, як это все может отбиться на нашей экономике? Это, в конце концов, приведет к всплеску экономики. Почему? Потому что по-любому на сегодняшний день предприятия Беларуси, они работают на склад. Но если мы победим, если в страну придет демократия, это откроет ворота для иностранных инвестиций, причем инновационного характера. Это даст всплеск нашей промышленности. Мы займем, откроем не только новые страны, но и займем ниши в развитых государствах. Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, Такий досвідчений політик, але чи удасться народу неї отстоять все-таки? Насколько мощная такая силовая складник у Лукашенко, тем больше за ним ще и Кремль стоит. То есть он, говорится, вернулся. Как это может все отбыться? во-первых, эта власть очень труслива. Труслив президент. Он на сегодняшний день смел только за сотнями тысяч преданных пока ему бойцов, которые могут в любой момент его сдать и предать. Но это не значит, что они предадут народ. Поэтому мы можем надеяться на то, что все-таки разум у силовиков возобладает над наглостью, хитростью, беспардонностью, над узурпаторством власти. И таким образом власть само собой перейдет в руки белорусского народа. Я в это верю, в это надеюсь и готов за это стоять до конца. Ну, скажите, вы сами живете на входе Беларуси, Шклов, тут Орша недалеко. І як настрої у людей у тим сенсі, коли раптом, ну ось, як кажуть, Путін веде військи? Як люди будуть зустрічати такі військи? Вообще вопрос очень сложный. Почему? Потому что настроения разные. Разговариваешь с бывшими военными, они хотели бы получать российскую пенсию. Значит, многие говорят о том, что в России жить лучше, что придет Путин, станет Белоруссией лучше. Но когда после разъяснений о том, что с приходом российским мы превращаемся в провинцию поставщиков рабочей силы, в рынок сбыта ненужной, некачественной продукции, вот тогда поворачивается мнение людей в нужную сторону. Более того, белорусы, мы все-таки патриоты, белорусы, они, каждый белорус немножко националист, каждый белорус в определенной степени относится к символике белорусской, червоно-белому стягу и погоне. Поэтому я думаю, что введение Путиным войск, это не значит, что тут эти войска будут встречаться с хлебом солью. Я думаю, что такого не будет в Беларуси. А есть подел на наше войско, на наше, что оно даст отпорность? Я думаю, что нет. У нас очень слабое войско, малочисленное войско.
близко. И второе, я как посмотрю, оно все-таки, извините, заточено на борьбу с белорусским народом в большей степени, чем на защиту нашей Родины. Поэтому, если мы будем сражаться, в основном надежда должна быть именно на белорусский народ, на здоровые националистические силы. Дякую велике. Нагадаю, це був Петр Мединський. Подтримливают людей водила. Першомайские демонстрации часов Советского Союза. Саме люди ходили с клетками. И зараз такая отчувается атмосфера некая такая святочная, радостная. Все-таки люди отчувают, что за ими правда, за ими светло. Тому ось шмат людей в белом. И символ, как раз такая белая клеточка. Хлопцы вот зробили некий такий саморобний стяг. Скажите, это вы адмыслово такие зробили, чи просто не было? Не знайшли сапраўдны стяг? Слушайте, я честно не знаю, где в Могилеве его купить. Мы с отцом вот на Выховском рынке купили ткань, баллончики, и за 10 минут их сделали. Вот и вот это тоже. Я бачу, ви так само, ну, внешне не білоруси, да? Не-не-не. Могилевчане. Коренной могилевчанин. Коренные Я тоже из могилевчане. Могилева, но я живу в Минске, но из Могилева. Может быть, Рома, да, на выезде? Не, вот мой отец. Ну, вы такие чернявенькие такие. Вот есть мама чернявенькая. Да. Ну, ясно. Просто я только что размовлял... Не провокаторы иностранные. Чехи. Я просто размовлял только что с азербайджанцами, які 30 годов тут жили, и просто вы... Не, я здесь родился, возле Быковского рынка живут родители, так что да, местные. Добре. Дякую. Спасибо. Видно, у вас файны такие. Это стрим, прямая трансляция на 6 килобайт на YouTube. Да, и нас глядят, вельми шмат народу, вот зараз 300 человек.
Соболевский. Я зараз знаходжусь на площі Леніна, насупротив Абу-Батанкама Могилевського. І сьогодні люди у Херсоні в Могилеві вводили таку невеличку массовую акцию, где они выражают свой протест мирный теми выниками выборов, выказывают свою прагу до переменов, прагу до светла и свободы, до воли. Люди кажут, что им уже надокучило вот это вот такое все житье. Це будинок Абу-Батанкама, були Дом Совета. Він побудований до війни, у той час, коли Могилів хотіли зробити столицею Білорусі, бо межа наша проходила там недалеко від Мінська. І ось був такий побудований великий будинок. Ну, але, як відаєте, у 1939 році наші частки Білорусі заходні і усходні злучили і зробили столицею Мінськ. А будинок такий ось залишився. А пробачте, у вас ось такий лозунг, не забудем, не простим. Можете потлумачить? Конечно. Есть вещи, есть нечто, что нельзя забывать ніколи. Потому что это повториться знову. А мы не можем. Вы маете мы уже позволили то, что это здарилося. Тем, что мы учались все весь этот час, все 25-26 год, мы приймали то, что нам с нами робят. Молчали, принимали, и вот этого с нашего тихого молчания происходил вот этот вот отбор людей, которые способны на то, что происходило, способны делать на то, что То есть у неким сенсі, в принципі, тая плата за молчание, я так розумію. Конечно, за отстраненность всех своя хата с краю. Так не должно быть. Вот сейчас мы все становимся одним целым. Нам нужно почувствовать нашу силу, нашу мощь. И каждый раз, когда это будет происходить снова, мы можем говорить, что мы можем выходить. И какая бы власть ни была, новая, старая, неважно. Нам нужно, если что-то не нравится, заявлять о себе и требовать так, чтобы было нам хорошо. Нам, народу, каждому из нас. Все вместе по отдельности. Дякую, Віта. Ну, ось тут прозвучало таке слово, що частка людей живе по принципу «моя хата з краю», але я просто додам, що є ще й протяг, що крайня хата горить перша. Люди все еще стоят, а вот такое ощущение, что они могут уже и пойти погулять по городу, по своим нашим Могилеве, которые уже так специализируют